Обзор экономических, мировых, спортивных и других событий в ближайший час. И начнем с курса валют. Курс доллара, который Центробанк установил сегодня, составил 64 рубля 10 копеек. Евро остановилось на отметке в 70 рублей 57 копеек. Что касается обмена доллара, в Якутске выгоднее всего покупает Восточный банк за 63 рубля 95 копеек, а продает тот же банк за 64 рубля 35 копеек. В выгодном обмене евро все так же покупает европейскую валюту Восточный за 70 рублей 35 копеек, а Россельхоз продает за 70 рублей 82 копейки. Юрий Трутнев поддержал руководство республики в развитии территории опережающего развития. Речь в первую очередь идет о Тор-Кангаласе. Накануне в Якутске вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке провел ряд выездных совещаний. Все детали у нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал предложение властей Якутии расширить режим территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы на проект модернизации Житайской судоверфи, которая должна будет обеспечить судами арктические реки региона, а также грузового терминала в Нижнем Бестяхе и круглогодичного детского лагеря «Полярная звезда». Мы тоже это предложение будем поддерживать. Также Александр Сергеевич предложил переименовать ТОР. Он говорит, что он у нас такой получается всепрофильный, поэтому он уже вышел за пределы Кангаласов. Предлагаем его назвать Якутия. Но это их должно быть решение. Если они считают, что это целесообразно, конечно, мы согласимся. ТОР Кангаласы сегодня включает в себя небольшие объекты и постепенно расширяется. В настоящий момент в ТОР Кангаласы инвесторами заключено 17 соглашений. Общий объем инвестиций по которым превышает 2,8 миллиардов рублей. Это все требует определенных решений на уровне правительства Российской Федерации. Мы предложение Юрия Петровича сегодня озвучили, внесли свои аргументы. И мы надеемся, что такое решение будет принято. И ТОР Кангаласы, а мы его на самом деле предлагаем уже переименовать в ТОР Якутия, уже будет пространственно затрагивать уже территории нескольких муниципальных образований нашей республики. Расширение границ ТОРа не только потребует новые рабочие места. Здесь появится сразу несколько новых производств. Это изготовление котлов длительного горения, стеклопакетов, керамических строительных блоков. Новые строительные материалы могут широко использоваться и для улучшения общего облика не только столицы региона, но и сельских поселений. Это большой федеральный конкурс, который проводит Минстрой Российской Федерации, проводит его уже 3-й год подряд. И очень приятно видеть, что в этом году планируется все больше проектов и все больше заявок от Республики Саха. Те проекты, которые мы видели в прошлом году, вызвали у нас очень позитивное впечатление. Это были довольно детально проработанные, хорошие проекты, интересные. Также вице-премьеру в рамках Дальневосточного форума «Умный город. Комфортная среда для жизни», который он посетил сегодня, свои проекты представил и IT-парк Якутии. Резиденты парка рассказали гостям о своих проектах, а также о том, как технологии уже сейчас влияют на качество жизни якутян. Юрию Петровичу показали виртуальную и дополненную реальность на основе разработанной библиотеки и на основе реального объекта, которого мы спроектировали для определенных заказчиков. Дополненная реальность – это на основе BIM-модели, куда можно будет погрузиться. То есть с телефона мы представляем определенную модель, которая отображается у нас на любом пространстве. Говоря об умных технологиях, вице-премьер отметил, что, к примеру, систему распознавания объектов нужно развить до уровня идентификации личности. Это решит много проблем в области безопасности. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Центробанк и Росфинмониторинг готовят инициативу по запрету использования криптовалюты для оплаты покупок в России. Подробнее в обзоре экономических новостей расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, чем может обернуться введение запрета? Сергей, дело в том, что в настоящее время хождение криптовалюты на территории России официально не запрещено, но и не разрешено. Отсюда и рост криминала в сфере цифровых активов. И поэтому именно для борьбы с криминалом готовится этот запрет. Однако мнения экспертов по этому поводу разделились.
Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят Центробанк и Росфинмониторинг. Сейчас виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары, отмечают представители российского криптосообщества. Регуляторы обеспокоены тем, что в секторе цифровых активов много криминала. Для борьбы с ним и необходим запрет. Однако, по мнению экспертов, это не поможет уничтожить серый сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами. Запрет на использование виртуальных денег в качестве платежного средства имеет две стороны. Он борется с криминалом в этой сфере, но также сдерживает развитие экономики, отмечают эксперты. Подобная мера приведет к формированию серого рынка, который не будет видеть регулятор. Больше половины российских предпринимателей, 52%, уверены, что условия для ведения бизнеса в современной России хуже, чем были в 90-е. В опросе на эту тему приняли участие около 1000 представителей крупного, среднего и малого бизнеса России. Они были поделены на две группы: 1957-63 годов рождения, то есть те, кто вели бизнес после распада Советского Союза, и родившиеся в период 80-91 годов. Старшее поколение полагает, что в 90-х годах проблем было больше, чем сейчас. Молодые более категоричны, 55% говорят, что стало хуже. Заметившие улучшение 42% опрошенных объяснили, что сейчас более доступны услуги, прозрачны стали условия ведения бизнеса, меньше криминала и больше возможностей. Те, кто оценивают ситуацию негативно, говорят о высоких налогах, административных барьерах, ограничивающих законах и отсутствии господдержки. Обе группы отмечают, что за 30 лет в стране стала стабильнее обстановка, проще начинать свое дело и получить кредит. Хуже сложилась ситуация с ценами на топливо и электричество, а также с квалификацией наемного персонала и коррупцией. Из результатов исследования можно сделать вывод, что в 90-е годы главным страхом предпринимателей были убийства и угроза физического насилия. А сейчас это уголовное преследование, угроза эмиграции и потеря деловой репутации. Законопроект о допуске на российский страховой рынок филиалов иностранных компаний готовится Минфином. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. При вступлении во Всемирную торговую организацию Россия обязалась в 2021 году пустить на свой рынок филиалы иностранных страховых компаний. Российские страховщики опасаются конкуренции и надеются на здоровый протекционизм, который обеспечит им готовящийся закон. В Минфине же заявляют, что в законе будет прописано создание равных условий для всех участников страхового рынка. Но при этом отмечается, что если политика России вызовет недовольство у кого-то из членов ВТО, нашей стране может грозить судебное разбирательство. Власти регионов получили новый инструмент привлечения частных инвестиций для улучшения жизни людей без риска потратить бюджетные деньги впустую. Правительство предложило им запускать так называемые проекты социального воздействия. Риски их исполнения инвестор берет на себя. Но если он достигает заранее оговоренной цели, бюджет покроет все затраты. Предполагается, что проекты затронут сферы образования, спорта, соцзащиты и занятости. Возврат инвестиций со стороны государства возможен лишь в случае факта достижения определенного социального эффекта. То есть грант выплачивается по итогам проекта и только при наличии подтвержденной независимой экспертизы, подчеркивает Минфин. В России первый проект социального воздействия начат в этом году. Специалисты Высшей школы экономики на примере 27 школ Хангаласского улуса Якутии должны в течение 3 лет добиться роста результатов учащихся в среднем на 10%. Измеряются как взвешенная сумма результатов ОГЭ и ЕГЭ, а также разных олимпиад. В тарифы на электроэнергию в Якутии включили расходы на обслуживание кредитов по строительству гидроэлектростанций. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 28 ноября. Изменения внесены в основы ценообразования в области регулируемых тарифов в электроэнергетике. Предусматривается, что в этих тарифах будут учитываться расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, которые направляются на рефинансирование кредитов на строительство гидроэлектростанций в Западной и Центральной Якутии. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей Нуа, свежая и актуальная информация из мира экономики обязательно прозвучит в следующих выпусках. Тебе слово. Спасибо, Иван. С экономической ситуацией в стране нас ознакомил мой коллега Иван Лазаренко. Идем далее. Ведущие российские и местные производители меховых изделий соберутся в эти дни на фестиваль «Тепло Якутии». Он пройдет в Центре спортивной подготовки «Триумф». Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» и обещает стать ярчайшим и самым ожидаемым событием этих дней. Открытие состоится завтра, а сегодня здесь раскинули выставку-продажу изделий якутские производители национальной одежды.
Ульяна Шагина сейчас находится в Триумфе. Ульяна, расскажите, что интересного предложит фестиваль в эти дни? Добрый день, Сергей. Якутск в эти дни по праву станет столицей меха, потому что здесь, в Центре спортивной подготовки «Триумф», соберутся все ведущие, как российские, так и якутские производители меховых изделий из шуб, рукавиц, унтов и головных уборов. Ну и, конечно же, самым ожидаемым мероприятием фестиваля «Тепло Якутии» должен стать показ коллекции якутских дизайнеров Arctic Fashion Show 2019, работу которого приедут оценивать представители Национальной палаты моды из Москвы. Так что гости и жители, приходите и полюбуйтесь всей этой меховой красотой. Программа фестиваля на самом деле обещает быть довольно-таки обширной. Помимо выставок, конкурсов, здесь также еще и будет деловая часть программы, где на дискуссионных площадках гости мероприятия будут обсуждать проблемы меховой отрасли в России и в Якутии. Сегодня первый день открытия фестиваля. Здесь раскинули свои торговые палатки представители народных промыслов, ремесел, меховых изделий и национальной одежды. Ну, тепло Якутии у нас ассоциируется, конечно же, не только с мехами, шубами и унтами, это еще и теплоэнергетика. Так что открылась здесь же еще и выставка теплосберегающих и энергосберегающих материалов. Так что приходите, все обещает быть довольно-таки интересным. У меня на этом все, Сергей. Ульяна, спасибо. О богатстве мехов нам рассказала Ульяна Шагина с фестиваля «Тепло Якутии». Специальное охранное оборудование предложили установить в российских школах. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала установить охранное оборудование в каждой школе и детском саду. Также Матвиенко отметила, что предварительные расчеты цены вопроса уже есть. По данным Минпросвещения, на эти цели сегодня нужно выделить дополнительно порядка 100 миллиардов рублей. Полагаю, правительство сможет изыскать необходимые средства, добавила председатель Палаты регионов. Протекающая кровля и устаревшее световое оборудование Центр творчества «Дворец детства» нуждается в срочном ремонте. Здание, в котором располагается дворец, было построено в 1987 году. И с тех пор там ни разу не проводился капитальный ремонт. Как будут решать проблему, материал Александра Хавренко. В Якутске, наверное, нет человека, который хотя бы раз в жизни не посетил дворец детства. Кто-то занимался в нем сам, у кого-то посещают дети. Одни играли на сцене в КВН, другие ходили на театральные постановки. К сожалению, в последние годы дворцом он остается только по названию. Изношенная кровля, подтеки в концертном зале и оборудование прошлого века. Все это не соответствует гордому званию дворца. У нас реализуется 99 образовательных программ. За год только по муниципальному заданию у нас обучается 9 тысяч детей. А через этот концертный зал у нас проходит за год около 50 тысяч. Тот великолепный зал, которым он был, когда открывался, сейчас уже не соответствует современным требованиям. Очень сильный износ и оборудования. И самое главное, что у нас крыша концертного зала уже дырявая, по сути, что представляет и опасность, и не очень, скажем так, комфортные условия для детей. Здание Дворца детства было построено в 1987 году, и с тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. В этом году администрация и родители решили взять дело в свои руки и принять участие в программе поддержки местных инициатив. На ремонт крыши и замену светового оборудования Дворцу детства необходимо 4,5 миллиона рублей. Данный проект поддерживаю, поскольку моя дочка посещает Дворец детского творчества, посещает музыкально-хореографический театр. В данном театре «Зазеркалье» дети ставят спектакли новогодние. Для сцены именно, очень хотим, чтобы оборудовали сцену, зал, поскольку большая часть времени находится именно на сцене, спектакли проводятся там. Для того, чтобы стать участником программы поддержки местных инициатив, проект должен соответствовать нескольким требованиям. Одно из которых – поддержка и одобрение не менее 200 человек. На собрании, посвященному обсуждению проекта, присутствовало без малого 300 человек. И каждый из них надеется, что проект получит одобрение, и Дворец детства в скором времени засияет, как и полагается настоящему дворцу. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск.
А у жителей Мернинского района неизвестные из машины украли аккумуляторы. Подозреваемыми оказались безработные 19 и 22-летние местные жители. Подробности моего коллеги Юрия Осипова. Юра, приветствую. Тебе слово. Сергей, здравствуй. Да, в день происшествия потерпевший припарковал свою машину возле своего частного дома, но оставил ее открытой. Этим и воспользовались подозреваемые. Пьяные парни украли аккумулятор и впоследствии подарили его знакомому. Но на этом история не закончилась. Потерпевший решил не обращаться в полицию, а просто купить новый аккумулятор. И через какое-то время парни снова наведались к нему и украли и новый аккумулятор. Но на этот раз продали его, а потерпевший обратился в полицию. Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Мужчина расплачивался в магазинах чужой банковской картой, которую нашел. С заявлением в полицию обратилась жительница Нерингри, которая рассказала, что неизвестный совершал покупки с ее карты, которую она потеряла. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее уже судимый местный житель. Как выяснилось, он нашел карту в одном из магазинов города. Она оказалась оснащена функцией бесконтактной оплаты, и мужчина решил этим воспользоваться. Пользуясь чужой картой, он совершил несколько покупок в разных продуктовых магазинах. В его отношении возбудили уголовное дело за мошенничество. В Усьмайском районе возбудили уголовное дело о даче ложных показаний. Как сообщает прокуратура Якутии, на суде свидетель дал показания о том, что обвиняемая незаконно в жилое помещение не проникала и дверь не взламывала. Однако его показания были полностью опровергнуты. Прокуратура провела проверку по этому факту. Ее материалы были направлены в следственные органы. Полицейские в Якутске установили подозреваемого в ограблении квартиры. Пострадавший мужчина рассказал полицейским, что неизвестный украл из его квартиры электроинструменты. Общая сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Подозреваемым оказался приятель потерпевшего, который временно проживал у него, 54-летний уроженец Нижнеколымского района. Как выяснилось, мужчина не имел работы и жилья в городе, и потерпевший, который является индивидуальным предпринимателем в сфере ремонта квартир, решил помочь знакомому. Он предложил ему поработать у него и предоставил жилье. В день происшествия пьяный подозреваемый, воспользовавшись отсутствием хозяина квартиры, украл электроинструменты, после чего сдал их в ломбард, а вырученные 4000 рублей потратил на покупку алкоголя. Жительница Нерингри стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сказал, что с ее карты пытаются снять деньги, затем спросил о количестве банковских карт и какие суммы находятся на них. Потерпевшая ответила, что имеет две карты, на которых есть 89 тысяч рублей. Тогда лжесотрудник сказал, что ей необходимо снять все деньги и положить их на номер электронного кошелька. Якобы мошенники могут перевести деньги на свой счет через личный кабинет. Он попросил женщину пойти к банкомату и выполнить его инструкции, что она и сделала. Звонивший обещал потерпевшей, что на следующий день деньги будут возвращены. Однако этого не случилось. Перейдем к федеральным новостям. Героические действия жителей Иркутска спасли 9-летнюю девочку. Педофил, дважды уже судимый за сексуальные преступления, средь бела дня похитил ребенка, затолкал ее в машину и попытался скрыться. Все это увидел 16-летний подросток. Парень сориентировался, позвал на помощь взрослого, который неподалеку прогревал машину. Вместе они погнались за педофилом, настигли его и перегородили дорогу. Подробности далее. Парень увидел, что мужчина торопится, подталкивает ребенка к машине, но девочка сопротивляется и кричит. Уже на следственном эксперименте задержанный признается. Думал, что ему никто не помешает, но ошибся. Парень увидел взрослого, который неподалеку прогревал машину, подбежал к нему и сообщил о происходящем. На видеокадрах они пытаются остановить автомобиль. Позже выяснится, что мужчина, который тащил девочку в машину, педофил. В итоге мужчина уже на своей машине догнал и перегородил преступнику путь. Тот вывел из автомобиля девочку, но сам успел уехать. Дежурная часть полиции разослала его ориентировку всем нарядам, и через несколько часов подозреваемого задержали. Когда толкали, ребенок сопротивлялся? Ну все равно затолкал. Упирался, да. Посадил в машину, сел сюда сам. Каким образом сели? Подозреваемый уже отсидел 2 срока с 2011 по 2017 год. И оба по обвинению в педофилии. 48-летнему мужчине уже предъявлено обвинение. В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, на этом у меня все новости. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо, Юра. Мы продолжаем.
О культуре обращения с животными говорится немало, однако проблема четвероногих бродяжек по-прежнему существует повсеместно. Минимизируется она как закрепленными законодательными механизмами, так и стараниями людей неравнодушных. Последний пример имел место в Алдане. На прямой связи со студией корреспондент Татьяна Вахнина. Татьяна, здравствуй. Кто это рядом с тобой? Сергей, приветствую. Всем этим малышам не более 4 месяцев. Так определил ветеринарный врач. В приют для собак «Надежда» все они попали с улицы. Собачки вполне довольны жизнью. Ведь о том, что у четвероногих бывают добрые, заботливые хозяева, которые их любят, малыши попросту не знают. Щенков разбирают охотно, и сотрудники приюта надеются, что вскоре и этим малышам удастся обрести дом, отметила помощница ветеринарного врача Екатерина Федотова. Конечно, это было всегда и будет. Если, у нас сейчас очень много людей приезжает, и слава богу, что они приезжают, потому что у нас в этом году собак очень много поредилось в плане того, что их стало меньше. Если у нас раньше был карантин занят и 2 ряда, то сейчас у нас 1 ряд остался, потому что люди приходят и забирают практически в день, бывает 5 даже собак забирают, и больших, и маленьких. То есть у нас больших уже мало осталось. Сотрудники приюта стараются найти этим малышам дом, а всего в «Надежде» на данный момент порядка 40 щенков. Каждого подходящего к загону человека собачки встречают с восторгом и радостью. Непростое детство не уничтожило доверие и готовность любить. Неравнодушные граждане помогают не только питомцам приюта. Вчера новую хозяйку обрел 9-месячный щенок. Сбитого машиной и сброшенного в кювет песика нашла девушка, шофер такси. Выполнив последний заказ, она взяла собачку, съездила к ветеринару, получила назначение и с новым питомцем вернулась домой. Сергей. Татьяна, спасибо. Татьяна Вахнина рассказала о культуре обращения с домашними животными. Японцы, опасаясь новых природных катаклизмов, идут на радикальные меры. Боязнь землетрясения или обвала заставила даже депутатов парламента носить с собой складные шлемы. Но мало иметь защиту, нужно уметь ею пользоваться. По этому случаю для народных избранников провели практические занятия. Не превратится ли эвакуация из здания в матч по регби, расскажет Сергей Берец. Учения по отработке действий в случае стихийного бедствия развеселили некоторых депутатов японского парламента. Во вторник законодатели тренировались надевать складные защитные шлемы. Береженого и Бог бережет. Очевидно, именно эту старую истину имел в виду председатель Нижней палаты Тадамори Осима, напутствуя коллег. Если что-то произойдет во время пленарного заседания, пожалуйста, быстро наденьте шлемы и будьте готовы действовать спокойно. Я призываю вас быть начеку, когда вы находитесь в здании парламента. Нынешние учения вторые с 2017 года, когда депутатов снабдили защитными комплектами. Они хранятся под креслами. Несмотря на подробные инструкции, по меньшей мере 1 парламентарий надел шлем задом наперед. Соседи помогли ему придать головному убору правильное положение. В Индии появился розовый полицейский патруль. Его цель – следить за правопорядком на улицах и предотвращать преступления против женщин. Подробности рассказывает Дмитрий Турулен. Бело-розовые мотоциклы, нарядная форма, яркие шлемы. На улице Дели заступили женские полицейские патрули. Их цель – предотвращать преступления против жительниц города. Не стоит обманываться милым внешним видом. Каждая стражница порядка прошла специальную подготовку. К тому же в арсенале у них есть перцовые баллончики, которые могут быть применены к нарушителям. Констебль Ану горит желанием сделать непростую жизнь женщин Нью-Дели чуть более безопасной. Пусть все знают, что мы патрулируем в школьные часы. Пусть это вселит чувство страха в мужчин, которые делают оскорбительные вещи в отношении женщин. За этим последует наказание от полиции. Население Нью-Дели более 28 миллионов человек. При этом в городе одни из самых высоких показателей преступлений против женщин в стране. Сама Индия при этом один из лидеров по количеству изнасилований. Политические активисты неоднократно выходили на митинги, чтобы обратить внимание на проблему уличного насилия в отношении жительниц страны.
Пара сапог, которую Наполеон предположительно носил в изгнании на острове Святой Елены, выставлена на торги в Париже. Стартовая цена от 50 до 80 тысяч евро. Размер этой обуви доказывает, что император не был коротышкой, каким его изображала английская пропаганда в начале 19 века. Подробности рассказывает Сергей Берец. При наличии желания и свободных 80 тысяч евро любой поклонник Наполеона Бонапарта сможет приобрести пару его сапог. Обувь выставляет на продажу аукционный дом Дроу в Париже. Как говорит аукционист Александр Жикейо, эти вещи доказывают ошибочность некоторых расхожих представлений об их предполагаемом обладателе. Перед нами пара сапог для верховой езды из кожи очень высокого качества, размер которых соответствует современному 40-му. Сегодня считается, что император был коротышкой, что абсолютно неверно, поскольку его рост составлял 1 метр 69 сантиметров. Это совсем немало для его времени. Образ коротышки – порождение английской пропаганды. На английских карикатурах его изображали в виде маленького толстяка в окружении куда более высоких людей, что не соответствует исторической правде. Сапоги, выставленные на продажу, как полагают специалисты, Наполеон носил в изгнании на острове Святой Елены, где скончался в 1820. Украинская художница вырезает из листов бумаги все лишнее. В результате получаются картины из сложных узоров. С подробностями Дмитрий Турлюн. Берлинские панды-близнецы в своей борьбе с икотой не могут оставить никого равнодушными. Пытаясь уснуть, трехмесячные малыши никак не могли справиться с недугом, что и попало на видео, опубликованное накануне в сети. Борьба с икотой к радости малышей не заняла много времени, и близнецы смогли спокойно лечь спать. Они появились на свет в берлинском зоопарке в последний день августа этого года и весили меньше 200 граммов. Сейчас близнецы поднаторели и весят около 10 килограммов, и во время новогодних каникул смогут выйти на улицу вместе с мамой и порадовать посетителей зоопарка. Украинская художница вырезает из листов бумаги все лишнее. В результате получаются картины из сложных узоров. Подробности далее. Украинская художница Елена Турянская создает геометрические узоры из бумаги. В течение многих часов работы она кропотливо отделяет от листка все лишнее, что мешает ему быть произведением искусства. Я вырезаю дырку в бумаге, и эта дырка ничего не значит. Таким образом, ничто – это главный элемент моей работы. Вот это просто целый лист бумаги, безо всяких дыр. То, что я делаю, становится видимым из-за того, что там есть ничто. И это нравится мне больше всего. В поиске гармонии и совершенной симметрии Турянская сначала пробовала рисовать на стекле, но потом пришла к бумаге как к наиболее подходящему материалу. По ее словам, для того, чтобы картина радовала глаз узором и игрой теней, не нужно прятать ее в раму, несмотря на то, какой хрупкой и воздушной она может казаться. Эти работы так и висят. Это живая бумага. Если поместить ее за стекло, она перестанет дышать и станет просто принтом. За десятки лет Турянская создала несколько сотен произведений. Часть из них хранится в коллекциях ценителей, остальные выставляются как на Украине, так и за границей. Из-за того, что движения рук при создании картин довольно однообразные, у художницы возникли проблемы с запястьями. Чтобы защищать их при работе, она использует бинты, которые к тому же не дают поту попасть на бумагу. Основы стиля, в котором она работает, уходят корнями в украинскую и славянскую традиции. Вырезки или вытенанки использовались при украшении помещений. Их могли, например, повесить на стену или использовать в качестве занавесок. Это были мировые новости. Но в ледовом городке на 202-м микрорайоне Якутска мастера заканчивают работу над ледовыми скульптурами. Главная тема конкурса – легенды зимы. Вот уже 5 дней мастера изготавливают сказочных персонажей. На каком этапе скульптуры знает Юлия Великодная, она находится в ледовом городке. Юля, ты в прямом эфире, тебе слово.
Сергей, приветствую. На самом деле мастера уже завершили работу над ледовыми скульптурами. Они начали работу над снежными. Тема сказки. Также трудятся 25 команд из разных стран. Вот, например, глыба льда на 3 метра в высоту и 2 в ширину. Этот снег, он взят с Лены, специально спрессован. И лед также был заготовлен из Лены. Давайте подойдем к команде из Украины и Красноярска. Работают у нас здесь Артем Самолов и Сергей Асеев. Здравствуйте, скажите, как вам погода, не замерзли ли вы? Насколько я знаю, это мастера уже опытные. Они работали и на Аляске, на международном конкурсе. Вот приехали из Германии, там работали над проектом. Но расскажите, как погода, как идет дело? Хорошо. Когда приехали, было похолоднее. 36, так вот, ну у вас еще ничего, мороз сухой. Допустим, вот у нас в Красноярске, если минус 20 и ветер дунул, это все до костей, потому что у нас же все не замерзает, влажность очень большая в городе. А у вас терпимо, в принципе, можно работать. Единственное, конечно, на морозе плохо работать со льдом, потому что лед очень жесткий становится, а металл очень хрупкий, стамески обсыпаются, так как стеклышкой там по краешку, поэтому в основном работаем такими зубчиками, с зубатками, они более-менее держат мороз. Да, сегодня в Якутске у нас 30 градусов, и вы работаете, у вас сказка про цветок. Расскажите. Каменный цветок, это как каменная чаша, бывает, это называют. Ну, это Данила Мастер, это хозяйка Медной горы, вот с этой серии у нас будет, как Данила делает, это малахитовый каменный цветок. В общем, такой сюжет. Спасибо. Ну, удачи вам. Мы пойдем дальше к другим участникам. Я отмечу, что участников, напомню, 25 из разных команд. Тема сказки. Вот дальше у нас трудятся мастера из Китая. У них тема медведь на льдине, и она связана с экологией, чтобы обратить внимание на проблему в экологии. Давайте спросим, как сейчас у них обстоят дела. Они приехали из города Шанхай и Харбин. Здравствуйте. Расскажите о идее, о вашей задумке. 社角的意义是什么？ 是融化的家园。 Ну, скульптура называется «Растаявший рай», и она изображает сказку с медведицей и медвежонком. На нем будет изображен медвежонок сверху и медведица на тающем айсберге. Ну, как вы успеваете, насколько сложно, как идет работа? 工作怎么样？ 非常好，今天天气很暖和。 Работа идет очень хорошо, погода сегодня очень хорошая, и настроение тоже. Ну, я хочу отметить, что участникам выдали теплые кофты. Некоторые участвуют не в первый раз, они знают, к чему надо быть готовым. Также они могут всегда пойти погреться. Здесь есть теплый домик, там всегда горячий чай. Также участников кормят обедом и ужином, как нам рассказали организаторы. Команда из Монголии, она трудится без перерыва почти, ходит только на обед и ужин. Давайте спросим. И, кстати, у них национальная одежда, они работают национальной. Вот на первый взгляд эта верхняя одежда кажется очень тонкой. Давайте спросим про их ощущения. Здравствуйте, скажите... Меня как раз сюда собирались мы ехать, что мне сказали, что в Якутии очень холодно, поэтому я одел этот национальный костюм. Это снаружи шелк, внутри овечий шерсть. Ага. Поэтому тепло. Ага, тепло. Потому что вот смотрите, там пояса вот это, холод на верхней идет, поэтому закрывается хорошо. Ага. А скажите, вот нам рассказали организаторы, что вы почти не заходите погреться. Вы совсем не мерзнете? Тахан багалж голсууд та нар гэрээс орж ирэхгүй хоол моолнд хавцраад байна гэдэг ингээд та нар ер нь даарахгүй нэ гэж байна. Тэгээ нэг уран бүтээлийн тавилна. Вообще-то последние дни, говорят, очень тепло,
Поэтому, во-первых. Во-вторых, мы же люди творческие. Когда человек работает творчеством, это время, говорит, мы засекаем, что мне надо работать. До этого нам рассказали участники, что они даже не замечают, что они замерзли, потому что видят, что уже нет участников и думают, значит, пора идти на обед. Но, а расскажите о скульптуре. Но это обычно вообще сказка же, поэтому связана эта монгольская сказка. «Бык и волк» называется композиция их. В чем ее сложность заключается? Ну, мы много лет работаем с снежными, и ледовой скульптурой. Тут, говорят, немножко снег мягкий, говорят, якутский снег, поэтому есть некоторые сложности, чтобы... Так там все нормально, хорошо. Спасибо большое, вам тоже желаем удачи. Конкурс продлится, вот над снежными скульптурами мастера будут работать сегодня до поздней ночи и завтра весь день. Насчет ледовых фигур результаты жюри подведут уже сегодня. Ну и со 2 декабря люди могут прийти, жители и гости столицы, посмотреть на все эти произведения искусства. Ну а сам ледовый городок полностью откроется только в феврале, поэтому... Все желающие могут прийти и посмотреть. Ну, Сергей, у меня такая информация к этой минуте. Юля, спасибо. Юлия Великодная о ледовых скульптурах. Далее к новостям спорта. Российский футбольный клуб «Краснодар» выиграл у швейцарского «Базеля» в матче группового этапа Лиги Европы. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, приветствую. С каким счетом выиграл «Краснодар» и каково у него турнирное положение в группе? Сергей, здравствуй. Краснодарцы выиграли со счетом 1-0 благодаря реализованному пенальти в исполнении Ари. Ну а что касается турнирной таблицы, то россияне за один тур до конца группового этапа находятся на 3-м месте, имея в активе 9 очков. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Футболисты Краснодара со счетом 1-0 одержали победу над швейцарским «Базелем» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол на 72-й минуте с пенальти забил нападающий россиян Ари. В турнирной таблице группы С лидирует «Базель», набравший 10 очков. Следом идет испанский «Хетафи», у которого 9 пунктов. Краснодар занимает 3-е место, имея в активе 9 очков. С 1 баллом таблицу замыкает турецкий «Трабзонспор». В последнем туре группового этапа Краснодар в гостях сыграет с «Хетафи», а «Базель» дома примет «Трабзонспор». Обе игры пройдут 12 декабря. Другой российский клуб, выступающий в Лиге Европы, московский ЦСКА, на своем поле сыграл в ничью с болгарским «Лудогорцем». Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе армейцев гол забил Федор Чалов. У гостей отличился Клаудио Кишеро. Московский клуб после этой ничьи потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Команда в 5 матчах набрала 2 очка и занимает последнее место в группе H. Лудогорец, имея в активе 7 баллов, идет на 2-й позиции. В заключительном туре ЦСКА на выезде сыграет с лидером квартета испанским «Эспаньолом», а Лудогорец примет венгерский «Ференцварош», занимающий 2-ю позицию. Обе игры пройдут также 12 декабря. Сборная России по пляжному футболу со счетом 4-3 выиграла у команды Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае. В составе сборной России дубль оформил Кирилл Романов. По одному результативному удару нанесли Федор Земсков и Дмитрий Шишин. У бразильцев дважды отличился Родриго. 1 гол забил вратарь команды Мао. Напомню, россияне вышли в плей-офф турнира со 2-го места группы С, пустив вперед сборную Парагвая. Обе команды набрали по 6 очков, однако парагвайцы опередили россиян по разнице забитых и пропущенных мячей. В полуфинале сборная России сыграет с итальянцами, которые в своем четвертьфинальном матче обыграли швейцарцев со счетом 5-4. Встреча пройдет 30 ноября. Завтра якутский мини-футбольный клуб «Заря» в рамках 10-го тура Высшей лиги России сыграет с командой «Деловой партнер» из Великого Новгорода. Встреча состоится на паркете спортивного центра «Полет» в Московской области. В данный момент якутские футболисты занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков. В активе команды 3 победы и 3 ничьих при 3 поражениях. «Деловой партнер» располагается на 13-й позиции, на счету команды 7 пунктов. Стартовый свисток этого матча прозвучит завтра в 23:00 по якутскому времени. Трансляция
Трансляция матча будет доступна на официальном YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России. Баскетболисты подмосковных «Химок» на выезде уступили турецкому «Фенербахче» в матче 11-го тура Евролиги. Встреча завершилась со счетом 76-89. Самым результативным игроком матча стал форвард россиян Янис Тима, набравший 26 очков. У турецкой команды самым точным был форвард Луиджи Датоме. На его счету 20 баллов. В турнирной таблице «Химки» занимают 8-е место, одержав 6 побед при 5 поражениях. «Фенербахче» идет на 14-й строке. В его активе 4 победы при 7 поражениях. В следующем туре 6 декабря «Химки» дома сыграют с испанской «Барселоной». «Фенербахче» в этот же день в гостях встретится с немецкой «Альбой». Московский ЦСКА со счетом 3-1 победил магнитогорский «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе армейцев взятие ворот провели Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. Единственную шайбу магнитогорцев забросил Николай Кулемин. ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице западной конференции. На счету команды 47 очков. «Металлург» располагается на 7-й строке, набрав 34 пункта. В следующем матче регулярки столичный клуб на своем льду примет санкт-петербургский СКА. Встреча состоится 2 декабря. «Металлург» 2 днями ранее дома сыграет с уфимским Салаватом Юлаевым. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Сергей, тебе слово. Власий, спасибо. Мы продолжаем. Впереди 2 выходных дня. Как их можно провести в столице региона, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, тебе слово. Да, приветствую тебя, Сергей. Театры и кинотеатры города и республики приготовили для зрителей много всего интересного. И обо всем по порядку. На большой экран выходит долгожданное продолжение мультфильма «Холодное сердце». Спустя 2 года после премьеры первой части студия Disney решилась на сиквел. Тем более, что первый мультфильм показал рекордные мировые сборы – более $1 миллиарда. Прошло 3 года. Эльза, Анна, Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф счастливо живут в королевстве, но безмятежность Эльзы нарушена таинственным голосом, который слышит только она. Переволновавшись, королева пробуждает своей магией духов 4 стихий, отчего королевству угрожает опасность. Чтобы спасти королевство, герой отправляется далеко на север, где им предстоит пройти через зачарованный лес и выяснить всю правду о прошлом родной страны и происхождении ледяной магии Эльзы. Также в кино «Детектив» достать ножи с блестящим актерским составом: Крис Эванс, Анна де Армас, Тони Коллетт, Майкл Шеннон, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер и, конечно же, Дэниел Крейг. На 85-летие писателя детективов Харлана Тромби собирается вся семья, а утром старика находят с ножом в горле. В поместье вместе с полицией прибывает и частный детектив, нанятый непонятно кем, и, конечно же, подозревает всех. У каждого члена этой дисфункциональной богемной семьи были свои резоны прикончить старшего Тромби. Сыщик берет помощники молодую сиделку латиноамериканку, ведь ее буквально тошнит каждый раз, когда кто-то говорит неправду. Русский театр приглашает на полюбившийся спектакль «Два берега одной победы. Хроника любви, жизни и подвига» по пьесе Владимира Федорова в постановке Андрея Борисова. История о мужестве советских летчиков и американских летчиц, перегонявших с Аляски американские истребители и бомбардировщики. История о невероятной отваге, огромной любви к своей родине, силе духа и многом другом. Это был настоящий боевой союз летчиков Советского Союза и США. Заокеанские истребители, добравшиеся до якутских аэродромов, затем летели под Москву и Сталинград, Орел и Курск, сбивать немецкие мессеры. Также в выходные Русский театр покажет спектакль «Очень простая история». «Очень простая история» – спектакль-притча, позволяющая зрителям взглянуть на житейские проблемы с другого ракурса. Главными героями являются не только люди, но и домашние животные, и даже ангелы. Сюжет развивается, когда молодая девушка Даша узнает о беременности от любимого человека Леши. Но ее родители недолюбливают как самого Лешу, так и его родителей. Они настаивают на аборте. Узнав об этом, домашние животные пытаются спасти неродившегося ребенка. Ради него они готовы пожертвовать даже собой. Театр эстрады приглашает на музыкальный спектакль «Уебанчик» в постановке Сергея Потапова. Спектакль посвящен столетию со дня рождения народного поэта Якутии Леонида Попова и всем поэтам-фронтовикам. В спектакле звучат песни на стихи Леонида Попова. Нерюнгинский театр «Актеры и куклы» приглашает на драму в 2 действиях «Победить или умереть». В основу пьесы авторам положена реальная история о молодом враче Лидии Облезовой. Волей судеб она оказалась в Якутии во время бушующей эпидемии тифа. Дед, отец и брат девушки по политическим мотивам были репрессированы. Но даже в невыносимых условиях лагеря за колючей проволокой они продолжали заниматься врачебной практикой и спасать жизни людей.
А молодую, едва начавшую практиковать Лиду, сослали на север, в Якутию, где она столкнулась со сложным выбором – спасти свою жизнь или жизнь другого человека. Для юных зрителей спектакль «Снежная королева» – любимая с детства сказка Ганса Христиана Андерсона. Невероятно красивый спектакль о верности, преданности, сострадании и любви. Затаив дыхание, вы будете следить за приключениями самоотверженной Герды, искавшей по белому свету своего названного брата Кая, которого забрала в свое ледяное царство прекрасная, но озлобленная на весь мир Снежная королева. На своем пути девочка встречает новых друзей и бесстрашно преодолевает множество преград. Но когда уже не остается в теле и капельки тепла, она, маленькая хрупкая девочка, замерзая под ледяными сводами дворца, находит в себе силы согреть сердце Кая и вернуть ему воспоминания об их дружбе. Мирнинский театр приглашает на сказку «Маленькая фея». Сказка полна волшебного очарования. Она рассказана ясным и образным языком детства. Злой колдун Футынуты превратил в узницу прекрасную фею. И спасти ее может только тот, кто сделает доброе дело для людей, не ища в этом выгоды для самого себя. Немало испытаний придется выдержать юному дровосеку по имени Гаран, прежде чем он сумеет освободить фею от чар злого волшебника. И, конечно, добро восторжествует, зло будет наказано, а маленькая фея, к радости зрителей, предстанет перед друзьями во всей своей красе. На этом у меня все. Нескучных вам выходных. Сергей, тебе слово. Александр, спасибо. Надеюсь, эта информация поможет якутянам составить планы на выходные. И в завершении о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 16 градусов, облачно, ветер до 3 метров в секунду. В Ленске облачность, переменная, столбик термометра на отметке минус 17 всю неделю. Не стихает ветер, вот и сегодня в порывах достигает 5 метров в секунду. Переменная облачность и в Мирном, термометры показали минус 19 градусов. Ветер так же, как и в Ленске, 4-5 метров в секунду. В столице Южной Якутии, Нерюнгри, в эти минуты температура воздуха составляет минус 17 градусов, ветер 1 метр в секунду, переменная облачность. И переменная облачность в Якутске, столбик термометра не поднимается выше минус 30. На этом пока все. До встречи в эфире. Вы смотрели новости. В студии был Сергей Михедов.